إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها المؤمنون عباد الله о рабы Аллаха, о верующие, завещаю, заповедую себе и вам бояться Всевышнего Аллаха, ибо таква, богобоязненность — это источник, это гарантия, это путь к счастью в этом мире и в вечном мире. О рабы Аллаха, всем вам известно, что гарантия, такая вещь, как гарантия, или язык гарантии, это то, что находит отклик горячий в сердцах людей, заинтересовывает людей, привлекает внимание большое у людей. И если есть какая-то торговая сделка, и в этой торговой сделке присутствует такая вещь, как гарантия, то это очень сильно заинтересовывает людей, будь то купля или продажа, или какие-то другие торговые операции. И если есть товар, на который есть гарантия, то он в глазах у людей совсем как не тот товар, на который нет гарантии. И здесь степень доверия гарантии и заинтересованность людей этой гарантии зависит от того, кто гарант, личность гарантирующего, насколько он надежный, насколько он честный. Зависит от того, что является предметом гарантии, в чем она состоит. И зависит от того, как легко получить эту гарантию, что нужно сделать для того, чтобы получить эту гарантию, насколько получение является сложным или доступным. Так вот, о рабы Аллаха, что вы скажете о торговой сделке, где гарантом выступил не кто-то, а сам посланник Аллаха Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, правдивый, которому нужно верить, правдивый, который получал от своего Господа правду, правдивый, который не говорил по пристрастию, по своей прихоти, речь которого была откровением, которое не спосылалось от Всевышнего Создателя. Что вы скажете о торговой сделке, где предметом гарантии является не что-то, а является рай, аль-джанна, рай, обширность которого небеса и земли, рай, в котором есть то, что не видело ни одно око, о чем не слышало ни одно ухо, и что не могло даже представиться никому из людей. Что вы скажете о торговой сделке, где получить эту гарантию не так уж и сложно? То есть предлагаются доступные пути, доступные посильные деяния. То есть для получения этой гарантии от тебя не требуется каких-то непосильных дел, неимоверных усилий. А теперь послушайте текст этой гарантии. Текст этой гарантии, который приводится в Муснаде имама Ахмада, и приводится Ибн Хиббана в его Сахихе, и приводится Аль-Хакима в его Мустадраке, в других сборниках хадисов. Достоверный хадис от сподвижника пророка Убада ибн Самита, ради Аллаху та'аля, о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Идману ли ситта, адман лакумуль джанна». Гарантируйте мне 6 вещей, и я гарантирую вам рай. Усдуку иза хаддастум. Будьте правдивы, когда говорите. Ва ауфу иза ваадтум. И выполняйте обещания, когда обещаете. Ва адду иза туминтум. И соблюдайте доверенное, когда вам доверяют. Вахфазу фуруджакум. И оберегайте ваши половые органы. وَغُضُّ أَبْصَارَكُمْ. И опускайте ваши взоры. وَكُفُّ أَيْدِيَكُمْ. И удерживайте ваши руки. О рабы Аллаха, гарантия за гарантию. Исполнение за исполнение. إِذْمَنُوا لِي سِتَّ أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةِ. Гарантируйте мне 6 вещей, говорит Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, я вам гарантирую рай. 6 деяний. Простые деяния. Это не какие-то непосильные, неимоверно сложные
требования. Это очень доступные для каждого из нас деяния, если ты будешь совершать их на протяжении твоей жизни, до конца твоей жизни, до самой смерти, то тебе гарантируется аль-джанна, тебе гарантируется рай, тебе обеспечивается вход в рай, путь в рай. Этот рай, Аллах Субхану ва Тааля говорит про него: «Ва узлифатиль джаннату лиль муттакина гайра баид». И будет приближен рай к богобоязненным близко-близко. «Хаза ма ту'адуна ликулли аввабин хафиз». Это то, что обещано вам. Обещано каждому, который возвращается к Аллаху с покаянием и бережет соблюдение установления Аллаха. «Ман хашья ар-Рахмана биль-гайб ва джаа би-кальбин муниб». Кто боялся всемилостивого Аллаха в тайне и пришел с сердцем, обращенным к Аллаху. «Удхулуха бисалам, залика яумуль хулуд». Входите в него, в рай, с миром, с саламом. И это день вечности, все отныне вечность, и нет смерти. Им будет там, в раю, все, что они пожелают, и еще у нас есть добавка, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Итак, 6 вещей требуется от тебя, простых вещей, если ты хочешь гарантию от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. 6 вещей. Первое, сказано в хадисе: «Усдуку иза хаддастум». Говорите правду, когда говорите, когда ведете какую-то речь. То есть ты в своих речах должен быть правдив. Придерживайся этого. Сидк, правда. Верующий, он правдивый. Он когда говорит, он не лжет. Ложь, она не может найти путь к верующему человеку. И если человек вот так будет хранить эту свою правдивость на протяжении всей жизни, то в итоге эта правдивость его приведет в рай, как сказано об этом в другом хадисе пророка, алейхиссалату вассалам, где он говорит: «Алейкум биссидк, фа инна сидка яхди иляль бир, ва инналь бирра яхди иляль джанна». Придерживайтесь правдивости, ибо правдивость ведет к благочестию, а благочестие ведет в рай. «Вама язалу раджулу ясдуку ва ятахарра сидк, хатта юктаба инда Аллахи сиддика». И будет человек вот так, говорит пророк, алейхиссалату вассалам, придерживаться правдивости и стремиться к правдивости, пока не будет записан у Аллаха как сиддик, как правдивейший. Второе качество, которое нужно воплотить, чтобы получить гарантию, говорит пророк, алейхиссалату вассалам: «Ва ауфу иза ва'адтум». Выполняйте обещания, если вы обещали что-то. Выполнение обещаний и исполнение договоров – вот что является одним из важнейших качеств верующего человека, что является чертой богобоязненного человека. Верующие люди, рабы Аллаха, они не знают такой вещи, как нарушить договор, как нарушить обещание, которое ты дал, попрать какое-то соглашение, если ты с кем-то заключил. Верующий человек, он не знает такого вероломства. И вот это вот верное исполнение, аль-вафа, верное исполнение договоров и обещаний, о рабы Аллаха, знайте, что вот эта вещь, она является фундаментом, на котором строятся все взаимоотношения в обществе. Социальные взаимоотношения, торговые взаимоотношения, политические взаимоотношения. Все связи, какие есть среди членов общества, они строятся на этой простой вещи. Верное соблюдение обещаний и договоров. Если уходит из какого-то общества вот эта вещь, выполнение обещаний, соблюдение договора, тогда портятся все взаимоотношения в обществе между людьми. Все связи, финансовые, торговые, социальные, политические, все портится. И в обществе воцаряется разобщенность, недоверие друг к другу. Вот что такое отсутствие выполнения обещаний. Отсутствие этого фундамента. Следующее качество у раба Аллаха, третье, о котором говорит пророк, алейхиссалату вассалам, это выполнение доверенного. То есть надежность при оказании тебе доверия. Если кто-то оказал тебе доверие, у тебя должно быть это качество амана. То есть надежность, оправдание доверия. И это из самых великих нравственных качеств, которые хвалит Аллах Субхану ва Тааля. Аллах хвалит обладателей этого качества амана, надежности. Человек, у которого есть надежность, если ему доверили, он оправдывает доверие, это из признаков настоящей веры. Это настоящий верующий, который имеет полную веру. Это признак хорошего исляма человека.
что он хороший мусульманин, его рабы Аллаха. Вот эта вещь амана, соблюдение доверенного, благодаря этой вещи сохраняется религия. Благодаря этой вещи оберегается религиозное знание. На этом строится сохранение религиозного знания. Благодаря этой вещи обеспечивается сохранность жизни людей, сохранность имущества людей, чести людей и так далее. И поэтому послушайте хадис. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит такие слова. Задумываемся мы об этих словах или нет. Говорит пророк, алейхиссалату вассалям: «Аль-му'мин ман аминаху нас аля димаихим ва амвалихим». Верующий настоящий – это тот человек, кому люди могут доверить свои жизни и свое имущество. Аллаху акбар. Пусть Аллах субхану тааля сделает нас из таковых. И если в обществе начинает царить вот эта вещь амана, вот это соблюдение доверенного, то тогда воистину это общество становится сплоченным, становится крепким. Тогда распространяется в этом обществе хайр, благо, распространяется барака. Четвертое качество, о котором говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, это оберегание половых органов. То есть человек, мусульманин, он бережет свои половые органы от того, чтобы совершить какой-то харам, впасть в какой-то грех. Аллах субхану ва тааля говорит в Коране, хвалит верующих за это. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Это те, которые берегут свои половые органы, говорит Аллах субхану ва тааля. إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Кроме как в отношении своих жен и тем, кем овладели их десницы, для этих не будет упрека. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. А кто устремится за грани этого, то эти суть преступники. Эти суть преступники, говорит Аллах субхану ва тааля. Это очень важно. Оберегать мусульманину свои половые органы, кроме как в отношении жен. Почему? Потому что если верующие берегут этот завет Аллаха субхану ва тааля, благодаря этому сохраняется потомство. Благодаря этому сохраняется ансаб, то есть родовая принадлежность. А не так, как происходит в этих развращенных обществах, где человек всю жизнь растит детей. Это не его дети, оказывается. Они записаны на его имени. Он думает, что он их отец, а на самом деле он не их отец. А потом так получается, что у него есть на стороне где-то дочь, о которой он не знает, что это его дочь, и его потом родной, может быть, сын где-то женится на его же собственной дочери. Потому что они не знают своего происхождения, они не знают, какого они рода. А сохранение, оберегание половых органов от прелюбодеяния, оно защищает сохранность родовой принадлежности людей, сохранность потомства. Далее, охранение, оберегание половых органов обеспечивает чистоту в обществе. Чистоту. Защищает это общество, спасает общество от всяких бед, от всяких болезней мерзких. Это помогает людям оберегать свою честь и так далее. Следующий завет посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в этом хадисе. Следующая, пятая вещь, благодаря которой гарантируется рай нам с вами, это гаддуль басар. Это опускать взор. То есть отводить взор от запретного, чтобы не смотреть на харам, не смотреть на то, что может ввергнуть человека в грех. И Аллах субхану ва тааля говорит в Коране: «Куль лиль му'минина ягудду мин абсарихим ва яхфазу фуруджахум залика азка лахум инна Аллах хабирун бима яснаун». Скажи верующим, пусть опускают свои взоры и пусть оберегают свои половые органы, это для них чище. Поистине Аллах ведает обо всем, что они совершают. И скажи верующим женщинам, пусть они опускают свой взор и берегут свои половые органы. Потому что вот этот взгляд, это первая стрела из колчана Иблиса. С этого взгляда начинаются плохие мысли. С этого взгляда начинается устремленность человека к греху и к прелюбодеянию. И если человек отводит взгляд от харама, его сердце заполняется светом. Он начинает чувствовать халяват аль-иман, сладость имана. И сердце укрепляется, и иман его укрепляется. Его душа становится праведной, становится чистой. И, наконец,
Шестое качество, о котором говорит пророк алейхиссалату вассалам, это каффуль айди. Это удерживать свои руки. То есть удерживать руки от того, чтобы совершить что-то, что может повредить людям, что может досаждать людям, что может причинять им какие-то неудобства. Удержи свои руки от этого. Потому что человек, который досаждает людям, вредит людям, причиняет им неудобства и вред, такого человека ненавидит Аллах. Такого человека ненавидят рабы Аллаха, люди. И общество отвергает такого человека. И если человек вот так вот своими руками делает зло людям и вредит им, это далиль, это доказательство, указание на то, что у этого человека отвратительный нрав, что у него низкое воспитание, что у него нет благопристойности. Наоборот, если человек бережет свои руки, чтобы не сделать ничего плохого людям, не причинить им вред, это признак того, что человек обладатель высокой нравственности. Это признак высокой благопристойности и воспитанности этого человека. И за это, представьте, что за это человеку. Если он держит свои руки, чтобы не причинить вред людям, за это сказано. Гарантирован рай человеку. Аллаху Акбар. За это уже гарантирован рай. А если человек еще выше поднялся, если он не просто не причиняет вред, если он еще и, наоборот, отводит от людей вред, убирает разные препятствия, как с духовного пути людей, так и с физического пути людей. Субханаллах, говорит пророк, алейхиссалату вассалам, послушайте хадис. «Марра раджулун би гусни шаджара аля захри тарик. Факаля валлахи лау нахиянна хаза аниль муслимин фала юзихим фаудхиля джанна». Проходил однажды некий мужчина по дороге, и там была ветка дерева, которая лежала на этой дороге. И он сказал: клянусь Аллахом, я уберу эту ветку, чтобы она не мешала мусульманам. И за это он был введен в рай. Говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: о рабы Аллаха, двери рая, они готовы, они открыты. Маяк, свет рая, он подает нам, этот маяк подает нам четкие, ясные сигналы. Путь к этому раю облегчен. Так давайте же мы не будем терять эти возможности, приобрести благие поступки, пока эти возможности у нас есть, пока мы их не лишились. И давайте делать это до самой смерти. И мы просим Аллаха субхану ва тааля, чтобы Он не вверял нас нашим собственным душам, чтобы Он сам вел нас и помогал нам осуществить вот эти вот качества, о которых сказано в этой гарантии, в этом хадисе, и защитил нас от всех дурных качеств. Поистине Аллах тот, на кого стоит надеяться. Поистине Аллах, Он прекрасный помощник. Акулю хазаль кауль, вастагфируллах ли ва лакум.